На войне детей не бывает, гласит известная поговорка. Ребята взрослели не потому, что хотели, того требовала жизнь. На фронт уходили отцы, братья, мужья, сыновья и даже матери, а вместо них помощниками становились мальчики и девочки. У большинства не было возможности ходить в школу. Таким героем своего времени оказался Батуев Лев Ерофеевич. Он родился в 1939 году в городе Ижевске, но воспитывался у бабушки и дедушки в деревне Зедлут Вовожского района, так как мать и отец ушли на фронт. Вся трудовая деятельность была связана с сельским хозяйством. За достигнутые высокие результаты неоднократно награждался медалями и почетными грамотами. Ему присвоено звание «Ветеран труда». Лев Ерофеевич, в 1941 году началась Великая Отечественная война. К этому времени вам было очень мало лет, но все-таки, может, вы сможете рассказать об этих событиях, используя воспоминания ваших родителей, родных? Я эти годы вообще ничего не помню, наверное, где-то 45-го года примерно только. Когда мать приехала с войны, вот с этого момента мне где-то 7 лет, наверное, было. А до этого вообще забыл уже. Маленький был, наверное, как-то. Может, родители рассказывали, или вы помните? Считаю, в основном послевоенное время, только уже после победы основной, а там раньше не помню. Мама, наверное, рассказывала, как там было на войне, что... Ничего больно-то не рассказывала. Она приехала контужена, она здесь работала телефонисткой в Ижевске. Я у бабушки жил. И вот ее отец погиб на войне, ее забрали. Она там была радисткой и передавала там, на дереве сидела, снаряд попал под дерево, она вместе с деревом свалилась, и вот после этого приехала контуженная. Вот в 45-м году помню я, вот, что она как заходила домой в шинели, высокая женщина, она здоровая была. И вот остальные. И вот сейчас вспоминаю, вот спросить бы, где, как, что было надо. Ничего ведь в молодости не надо было. Сейчас бы спросил, ее нету. И вот молодость такая, видимо, что бы вот сейчас... И дочь спрашивает, и другие, что, как, вот что было, я не помню. Отца сверялся, так погиб, без вести, еще больше ничего нету. Ваши родители были на войне, а с кем вы тогда жили, с кем кто вас воспитывал? С бабушкой. Что можете рассказать? С одной бабушкой только я всю жизнь, и она с войны приехала, вышла замуж, и я так и у бабушки остался на проход. А сколько детей было в вашей семье? Ой, нас 7 у матери. Вот из 7 я самый старший. Еще хожу, а еще сестра одна есть. Она, не знаю, какого года, не помню, а младшие умерли уже все. Но бабушке было, конечно, очень тяжело. Чем она вас кормила? Ой, еды там аккурат, наверное, начало войны-то еще, может, легче жилось, а после войны самое главное тяжело было. Еды нету, хлеба нет. Ой, проблема. Лебеду ели, да, липовые листья, да, и мерзлую картошку, лепешки пекли. Вот мне нравилось это из картошки, а остальное там противно глотать. Где-то коровы уже не держали, козы да сюда. Мяса нету. Птичек маленьких и голубей бабушка ловила и вот жарила. Так уж насчет этих синичек жарить. Аж такой ароматный запах уж с этим жареным пахнет, аппетита, а есть и ничего. А что носили, какую одежду? Ну... Одежды, все портяных брюки, штаны портяные, на ногах лапти. Как зимой вот по насту ходили прямо вот в школу, так мы подшивали деревянные на дно, то чтобы они за 2 дня снегом с этим нас съедает,
А сейчас резину, да что там можно пришить, а там резины ничего не надо, деревяшку колодки сделал, новое, так нравилось нас учить, как бы эти школы идешь, да по классу ходишь. И чтобы не изнашивалось, подшивали, так. Подшивать-то не найдешь ничего, не проволоки тоже, ниткой сошьешь, она тоже снашивается. Школа далеко находилась? Ну, Как ходить? начальный класс вот сюда, в Тушмо я жил, и в эту Зядлуде школа была, тут километр, может, полтора где-то получается. А уже 7-летку ходили в Алипельгу через лес, и это 7-8 километров, шел пешком, да, на лыжах, да как-нибудь зимой. Из Зядлуда, из Тушмо я один в школу ходил, а из Зядлудские здесь на прямушке вот ходили, я утром рано выйду, до них на встречу с ними по лесу. Так, это в зимнее время темно приходилось ведь. Так и один раз вот здесь прямо пошел уже на велосипеде, прямо туда спустился на дороге, 11 волков. У меня аж свистнул, смотрю, подорожче, которые разбежались, молодые, так и на дороге. А у меня шупаю фуражка на месте, нет ли. А все равно по лугам пошел, думаю, как-то не вернулся, убежал, все равно они по дороге, а я по лугам в Алипельгу. Такие моменты были. Это после войны, это волков много было, попадался я много раз в таких случаях. Вот вы говорили о том, что ваша мама была на войне, да? Вернулась после войны. А может, вы помните, кто еще приходил из ваших родственников с войны? Может, местные жители? С моих нет родственников, никто больше не было. А приходили письма с фронта? Сохранились в вашей семье? Нет, нет. И мама не писала, и папа не писали? Не помню, я не писала. Так бабушка, что, она тоже неграмотная была, письма-то писать, наверное, некому было. Я тоже еще читать путем не мог, может быть, я не знаю. Вот ваши братья, были младше вас. Вам же приходилось, наверное, тогда за ними присматривать? Больно-то не приходилось, я отдельно жил. Они у меня, она замуж вышла в Бию, вот Новая Бия. Там основная, они все братья там жили. А я отдельно здесь, так я туда уж, как за мать не считал, я как в гости хожу, вроде родня, у меня бабушка родная, больно, я любил ее. А мать с матерью с малых лет не жил, так я грудь даже у матери не пробовал, говорили. Деды были еще, дедушка, бабушка тут еще, кроме этой бабушки, у нее еще. Так вот, отец меня заставлял этого деда в коти ходить за молоком, чтобы вот одной коровы, а в Тушмо коров не было, что ли, вот не хватало, не давали, видимо. Вот он все ходил туда 3 километра за молоком. У вас, наверное, были друзья, вы в какие-то игры играли с ребятами? Были друзья у меня. Так что в маленькой деревне в основном-то. Я еще в школу ходил, так по-русски разговаривать не мог. Аркадий Михайлович, учитель у нас был, так он где-то удмуртские слова знал, так меня уж объяснял кое-что, а потом помаленьку научился. Друзья были у меня, там 2 брата были, еще один постарше, 2 парня постарше нас были, вот мы 3 в основном друзья-то все вместе ходили, вместе играли. Один раз телят заставили пастушить. С этими ребятишками играем, мы в лугу сидим, а телят, этот заведующий начал нас летом заставляли работать, в школу не ходим, хоть такие работы выполняй. Телят гоняйте дальше, что около деревни держите. Ладно, отпустили телят, сами играем, там что-то птичкам каким-то вроде. Смотрю, телята обратно побежали. Поднялся у меня одного теленка волк тащит. Там через канал, через лог такой.
Он с грыжей был, теленок какой-то больной, вот такого поймал. Я бегом, волк на том берегу, я отсюда кричу, голоса не стало. А эти помладше друзья-то были, сидят, отцепил шею, только здоровый волк был старый. Оставил теленка все равно. А теленок искусал весь все горло, он за горло тянет, а я отсюда. А там уже не боязнь, ничего не было, наверное, уже это какой-то резко вот. Такие дела были. А потом, после этого, молотобойцем работал, я всю жизнь помощником кузнеца, вот на жатках косили, на 3 лошадях ездили. Потом еще зерно убирали на конных этих жатках. А одна лошадь коренная, и сбоку одна спереди, а там ямщика надо, что пацан аккурат, чем взрослого на лошади держать легко, и вот таких. Помните ли вы День Победы? День Победы я помню только были в школе, когда вот парад проводили до сюда, отмечали по воле Бельгии, вот ходили эти. А так, что, ни радио, ничего раньше не было, и никуда ни с кем не общались, откуда вот можно-то помнить. А может, вы помните, что кто-то возвратился с фронта? Вот у нас сосед возвратился, было, считай, с моей матерью, ровесники были. А вот тоже высокий мужик, больно стройный такой. Мы по пацанам бегаем такие троем. Палки раньше делали, лапти плели из липы, а это снимает, а липа, ой, палка-то, она ломается мягко, так мы ему между ног сунем палку, раз, сломает. Вот такой здоровый мужик, интересно было. Палка вот он не сдвинется, а палка ломается. Вот это я помню, вот это интересный момент такой, как сказать. С этим мужиком мы работали даже уже лесозаготовка, до армии еще было, ну, тоже пацаном было сюда. Там что работать, а помогать будем пилы дергать, не поднять, мусор убирать, сучья убирать. Что, после школы, наверное, мы в лес ходили. Я рано бросил учиться-то. Трактора на поле выехали, я туда на работу, а бабушка нормально, заработок надо, одна, нечем кормить, питаться, скажут, или... Скажите, а чем запомнилась учеба в школе в послевоенный период? А вот питались там раньше, сейчас в школах кормят, до сюда там не кормили ничего, мы тетушку или пол-литра молока, и это хлеб больше с собой, вон, сидим, бьем, там масло набьется, немного кусочек на верхушке шариком, вот масло набьется. Такая еда, молоко, яйца, больше ничего, ну, ладно, что тогда молоко уж было хоть в это время. Чуть попозже. А тетради у вас были? Учебники? Ручки? Были так тогда, были. А может, помните вы учителей? У меня классный руководитель Алексей Сигнеевич был, Клобуков, фамилия, вот он тоже удмурт вроде был, и этот, вчера приезжал сюда к бабушке меня, вот насчет меня, это плохо учишь ли, хорошо ли там, по-удмуртски разговаривал, так. И вот так, помню я учителей-то этих, так сейчас директор школы была Мария Васильевна, Кастина была она. Спортом занимались, на лыжах катались, ездили. У нас спорт по дороге, вот 8 километров после школы и до школы. Ладно, хорошая погода, а всякую погоду каждый день надо идти все равно. Но не пропускали, все равно ходили. А сколько классов закончили? 6. 6. Угу. Вот я в 6-м, и то экзамен не сдавал, говорю, трактора вышли на поле, на работу надо, и бабушка не посылает, и мне хорошо, и ей удобно. Ну вот вы учились в школе, а после учебы чем занимались? Играли, помогали колхозу? Так после уроков, когда учились, так тогда зимой-то больно колхозу помогать некогда было. Дома только дрова готовить надо, сейчас с бабушкой, сено надо, и все бабушкой. На охоту, который раз бывало, ходили, друг у меня был Федор Кленов.
Он с ружьем, а я как загонщик. Бегаем. Вечером приду уже и не могу шагать. А бабушка дрова надо пилить. Старый дом был, сосновый бревна, давай пилить траву. И этот. Он потом нам зайца поймали, еще смотришь, кусок мяса принесет. Бабушка опять довольна. Вот такие дела. А в колхозе на сенокос ходили? Да, ой, на сенокосе, вот тоже на лошадях пацанам. Там волокуши делают, сено наваливают, а мы наверху, они потом привезешь к стогу, они вилы воткнут, лошадь дернешь, это копна остается. Постоянно на лошадях были. Летом хватало работы. Даже навоз по домам собирали, с каждого двора на лошадях возили на поле мы, но как-то еще лошадь повернешь вот так, и телегу увертывались навозом пацаны, да, постоянно заставляли работать. Даже ночью скирды метали раньше, снопы были, и вот после работы на ночь идут скирды метать, мы уже опять там наверху укладывать это взрослый человек, а ему все мужики снизу кинут, мы эти снопы все передавали. Ой, нечего говорить, тут работа. Всякое перебрали. Пацанам маленьким начиная. У меня стаж с 14 лет написано вообще-то. Ну, на самом деле, работали-то никак не с 14 Да, хоть и не больно такой, но все равно ведь вот надо было кому-то, а пацаны помогали. Вот вы закончили 6 классов, а дальше чем вы занимались? Как сложилось? Все, только вся техника, все на поле, все на тракторах. Сначала прицепщиком работали. А все ведь пыль тоже, там гусеничные трактора, все на плугу сидишь, аж пыли наглотаешься, вечером домой придешь к кускам, из этого горла выходит грязь, пыль. А как-то ничего, ведь вот сколь пыли глотал, так слава Богу, не чихай, не кашляй. А вот работали, а может потом где-то учились? Или всю жизнь вы вот с детства начали работать и до конца? И еще до армии еще работал. И все. Помощником, трактористом, да всяким машинистом, как молотилки до сюда крутили, вот бывало, молотили зерно, тут веянки, да. А в каком году вы пошли в армию? Расскажите о В себе. 58-м. Немножко об армейской жизни. Да, армейской жизни тут у меня тоже есть история интересная. В карантине нас выстроили, а здесь один друг, Трофим Клинов был, вот Тушма тоже рядом с этим. Он говорит, если в армии спросят, то сапоги ремонтировать может, так поднимай руки, говорит, иди туда. Я говорю, что подумаю, например, ничего не могу, так, ну и дома валенки даже уж подшивал я так. Вот выстроили. Теперь кто может ремонтировать? Ну, хоть мало-мало сшить хотели, что. Ладно, руку поднял. Иди в коптерку забирай сапоги и ремонтировать. 2-3 дня я ходил, колотил эти сапоги. Чего ничего не... На другой день опять посылает. А там внутри все гнилое, куда колотить-то? А потом последний год службы главным сапожником полка сделали. Ага, и звание присвоили ефрейтора. Вот сапожное дело у меня такое. А так понтонером были, ой, очень, я думал, первые года не выдержу. Мосты строили за 45 минут 150 метров ширины реки моментально на плавной мост танки пропускали. Выстроят, сейчас эти понтоны на берегу, нас выстроят приступить, мы бегом туда-сюда, которую в воду падаем, там такие гайки здоровые крутить, надо рельсы 200 килограммов, и шиты эти деревянные, они все украшены железом, оббиты. Так выстроить, так аж красота такой мост. Больно, ну трудно было. Так вот, не уложишься во время, снова заставляет, это там стараешься, тяжело, не тяжело уж. Это инженерные войска у нас были, назывались. Вот я инженером стал теперь. Сколько служили? 2-3 года? 3 года, чуть 3 месяца дали, потом по путевке комсомола в Казахстан. На срок 3 года прошло, нас не демобилизуют, и начали записывать туда в первую очередь. И записался я везде, вот
куда не надо. Потом в Казахстане на механизатора учился, там опять домой не отпускают. Отрабатывать надо 2 года, да хоть надо, что раз выучились, да. Остальные друзья меня так себе работали, да уехали, никто не задержал. Я через военкомат, да кое-как бабушка умерла, да сюда прислали это телеграмму. Вот в отпуск съезди, обратно приезжай, еще разрешает директор. Видишь, что я за 2 работал, у меня прицепщиком работал студент какой-то, он учиться уехал, я за место него веревку возьму и на тракторе, и на агрегате. Чувствовали, что работает так вот, неохота было отпускать. Вот уезжаю, это съезди в отпуск еще, а меня столько лет уж дома не было, так охота. Такая деревня, вот так себе, вот охота домой, все равно тянет домой. И вот всю жизнь теперь тут живу. А значит, сколько лет вас 48 не было? А? Сколько лет вас не было дома? 4. Даже в отпуск я госпитализировал по одно время, и отпуск не заработал. Из-за этого не пришлось в отпуск ездить. За границей там никуда и не выйдешь, и не пойдешь. Даже увольнение не отпускали, там по отдельности ходили, терялись солдаты там, видимо. И где-то группам, да когда бывало, выезжали в зоопарки, да сюда. Вернулись домой? На реке Одер мы так работали. Я на гармошке играть начал с малых лет. Раньше, вот сейчас есть музыка, телевизор, все, люди уже раньше гуляли, вот компания молодежи какие-нибудь соберутся, компания и с гармошкой там гуляли, я уж пацаном около них хожу, думаю, хоть гармонист быстрее уже это. Вот поставил гармонь в сторону, я давай на нем, пока он там это, тренировался. А потом у меня старое ружье какое-то от бабушки было, осталось. Сменил на гармонь это ружье. И гармошка была не больно исправна. Возле меня Трофим был, сейчас еще помню ведь имя-то, ремонтировал гармонии. Вот носил к нему, отремонтировал, у него сразу, как все, что мы сделаешь, спросил, и сейчас сам ремонтировал. Он нынче, не знаю, штук 5-6 уж, наверное, я отремонтировал. Алиф Ерофеевич, Часы ремонтирую он постоянно. могли бы какие-то пожелания, может, напутствие молодому поколению дать? Так, не знаю, молодого поколения, это сейчас все, вот где, в каких местах, как раньше уже не желание бы было, вот как раньше, вот веселились, компаниям гуляли, на улице, ни клуба, ничего не надо было. А сейчас, я не знаю, желательно, так уж не получится, наверное, все равно молодежь сейчас совсем другое настроение-то. Ну, к чему-то надо их призывать. Так вот, ладно, вон гармония, что люди мало-мало начинают показывать, молодые люди, это ведь это забудут совсем, вот играли бы так. Надо бы повеселились бы, музыкой занимались бы тоже так. А там компьютер, телевизор, эти да, больше ничего не надо. Я уже старинные песни еще вот играю, эти уже не нужны, а эти молодежные я сейчас не знаю уже играть. Раньше, как я играл, вот и все. Куда компания, где свадьба или еще, постоянно гармошка, а сейчас туда пойдешь, музыку включат, бум-бум-бум-бум, и... Ну, мы жили, в общем, хоть голодное время жили, но весело жизнь у нас была все равно. Играли по улице, вон компания, молодежь напевает частушки, а ведь то... Никто нас не ругал никогда, спать не даете, шумите ночью, мы до полночи, до часа, например, по улице ходим, никто. С армии приехал, я аккурат в деревне, по дороге Сызрань, сидели мы там на вокзале, один мужик идет, гармошка, откуда взял? А он там на горе магазин есть, побежал туда, купил аккордеонную гармонь. Ну, на вокзале я всех этих плясунов, кто выпишет, все за мной. Играл, я в вагон пошел, они все за мной, да куда вы идете? А ведь это, везде, ну, на вокзалах, в общественных местах играли, никто ничего не говорили, нормально.
больной. А вот домой приехал, потом, ну, дома собирались, и вечер делали, потом по улице с гармошкой пошел. Одна женщина спать легла уж. Ой, так и охота было выпрыгнуть, вылезти, говорит. Ну, любили раньше музыку, это гармонь-то очень. Сейчас уже, вот, что-то эти... Забыли, да, вот стараются. Так нету никого, вот у нас вот в деревне, там сын, да я, больше нет. И гармонь любили, и гармонистов. Я уже вон на конкурсах выступал, вон у меня эти дали по музыке-то. Районной, зональной, республиканской, вон дипломы, вот это, от игры, как сказать. Гармонистов Бога.